Магомед Беков, адвокат Мусым Альсагова. На сегодняшний день у нас идут судебные следствия, допрошено более 30 свидетелей и потерпевших. И исследуется в свободное время, прокуратура исследует так называемые доказательства стороны обвинения. В основном это процессуальный мусор, как мы его называем, адвокаты, потому что как таковых доказательств, подтверждающих обвинения, а обвинения связаны именно с тем, что лидеры ингушского протеста, национального этого протеста, организовали применение насилия в отношении представителей власти и создали некое экстремистское сообщество для совершения каких-то преступлений, испытывая политическую вражду к Евкурову, к существующему режиму. И вот в таком духе. Ничего, конечно, этого в материалах уголовного дела нет. Скажите, пожалуйста, потерпевшие, я правильно понимаю, что это сотрудники полиции, по сути, да? То есть кто у нас может быть потерпевшим? Да, здесь очень интересный такой момент. Это своего рода такие двойные потерпевшие, назовем их так, потому что по настоящему уголовному делу они-то и потерпевшими быть не могут. Когда им задается вопрос, имеете ли вы претензии к подсудимым, они говорят, нет, не имеем. Являетесь ли вы потерпевшим по настоящему уголовному делу, они отвечают, что нет, не являемся. Осужден ли человек, который применил в отношении вас какую-либо физическую боль или насилие, они говорят, да, осужден, или дело возбуждалось, я опознавал лицо, которое причинило мне вред, а в отношении лидеров протеста и наших подзащитных, соответственно, никаких претензий у них нет. Вообще это уголовное дело сплошь один правовой нонсенс, понимаете? Поэтому здесь говорить о праве не приходится. Это такая конструкция, которая апробирована на так называемом ингушском деле, да, и я боюсь, что это хотят ввести в практику. Вот эта организация применения насилия, и пока у нас не было подобного рода приговоров в нашей стране. Меня зовут Джабраил Куриев, я защищаю права и интересы Малсига Уджахова на всем протяжении этого дела. Относительно изменения подсудности. В данном случае подсудность, на наш взгляд, была изменена абсолютно незаконно. Почему я так говорю? Потому как была представлена какая-то пресловутая справка от ФСБ, на основании которого подсудность была изменена. Но важно понимать, что на основании таких бумаг сама подсудность не меняется. Но защита и сами подсудимые, да, действительно мы считаем, что это здесь имеет место быть политическая подоплека. В связи с этим такое решение было принято. Большинство из них сразу они оказались у нас в Нальчике. Наше участие, мое личное участие, это некая такая демонстрация поддержки. Да. Скорее, да. Солидарности и поддержки, чем... Я вам еще другое скажу. Мы вообще это воспринимаем, понимаете, мы с самого начала за всем этим внимательно наблюдали. Наблюдали как? Вот я лично 2 раза туда выезжал. 2 раза выезжал. Выступал на митинге и призывали держаться в правовом поле, всячески пытались поддержать. И на самом деле все это было организовано на самом высочайшем уровне. Это вообще поразительно. И мы даже думали, что это будет такой прецедент, это будет для нас, для всех важно, да, что Сход народный. Да, что ингуши таким образом, если это все нормально, да, все это пройдет, нормально, закончится, это будет замечательно, и все мы этим воспользуемся, то есть таким прецедентом. А то, что произошло, я об этом неоднократно говорил, и сейчас, повторю, моя позиция не изменилась. Я считаю, и не только я, и многие здесь, на Северном Кавказе, это нам всем говорят, что. Смотрите, если, что будет со всеми. Отношения, что это, все это сфальсифицировано, что, это отношение осталось, это, везде это понимают. Защита полагает, что обстоятельства, по которым изначально была избрана указанная пресечение, изменились.
поскольку изменились как обстоятельства, связанные с расследованием и рассмотрением уголовного дела, так и обстоятельства, связанные с личностями указанных наших подзащитных. То, что мы сейчас заявляем, оно имеет действительно обоснованный характер. Поэтому я настоятельно прошу суд изменить меру пресечения, желательно не связанной с жесткими ограничениями или изоляцией. Буквально в один момент хотел бы обратить ваше внимание на то обстоятельство, что исследованы в судебном заседании изъятые гаджеты при задержании Зарифа Салыкиева. Как раз стороной обвинения исследовался один очень интересный документ. То есть это своего рода такой дневник, который вела Зарифа Салыкиева, в котором она говорит, я сейчас не буду зачитывать, цитировать весь этот документ, я практически его помню наизусть, там была такая фраза: я возвращаюсь в Ингушетию, я понимаю, что будет арест, у меня закончились деньги, то есть я не могу больше находиться в таком положении. То есть, по сути, получается, Зарифа Салыкиева, понимая, что будет арестована, вернулась в республику Ингушетию, это характеризует ее и говорит о том, что она не намеревалась скрываться, понимая, что будет заключена под стражу, понимая, что она будет задержана, она вернулась в республику, и как раз речь идет о том, что никакого госдепа, никакого там какого-то финансирования извне. Человек просто находился в таком положении, что решил вернуться, хотя была возможность оставаться в том месте, где она оставалась. Мы также уничтожить доказательства подобного на настоящее время следствия. Чем также восприятие производства по информационном телекоммуникационной сети интернет за исключением переговоров с высокого медицинского помощи, правоохранительных управления спасательной службы, пояснения через ситуацию, а также для общения с контролирующим органом высаживаться. На данном этапе объявляем перерыв защитных сообщений. Приедет сотрудник УИ в сопровождении, поедете, покажете, что эта квартира существует. Спасибо. Большое спасибо. Ее туда поместят. Спасибо вам большое. Что вы чувствуете? Ну, если честно, я еще пока вообще не поняла даже, что это происходит, насколько это реально. Ну, потому что вообще не ожидали ни разу, что может быть такой результат, потому что сколько раз продлевалось меры пресечения. И подавали такие ходатайства, нам всегда только в этом отказывали. Мне очень жаль, что судья не смог удовлетворить ходатайство в отношении наших старейшин, потому что, если выбирать между мной и ими, я, наверное, выбрала бы все-таки, чтобы они вышли на свободу, а не я. Я как-то еще более-менее... Что первое сделаете? Я не знаю вообще даже, что я могу делать. Я так поняла, это домашний арест. Я не знаю, что можно делать, что нельзя. Наверное, придется спрашивать у адвокатов и в соответствии с этим, честно говоря, даже не верится. Наверное, приму душ в первую очередь. Порядок в постановлении все внимательно прочитать, все там будет изложено внимательно. Если что-то непонятно, мы тебе разъясним. Я думаю, прокурор будет обжаловать. Обязательно, я так думаю. Я не хочу уходить и опять возвращаться. Да, Андрей, будем надеяться, что все может хорошо. Я, если честно, не ожидал. Надежда была, но не ожидал. Всего доброго. Самые счастливые минуты за эти 2 года. Так произошло, но радоваться рано мы не должны расслабляться. Это должно нас еще больше напрячь. Редко бывают новости, которые мы, как говорится, нас радуют, которым мы аплодируем. И аплодируют адвокаты, сидящие в зале, и благодарят судью.
Вот такая новость пришла из Синдуков, где рассматривается так называемое ингушское дело. Зарифа Суетиева, одна из самых уважаемых женщин Ингушетии, героиня Ингушетии, можно сказать, ложно обвиняемая в организации беспорядков, была освобождена прямо в зале суда, была изменена мера пресечения. Но пока, к сожалению, это всего лишь изменение меры пресечения, она все равно остается под судом. Дело позорное. Значит, одни из самых уважаемых людей в Ингушетии, значит, которые препятствовали беспорядкам, которые стояли между полицией и молодыми разгоряченными ребятами в Ингушетии, когда там столкновения, предполагая эти столкновения предотвратить, судится как организатор беспорядков. Значит, и я должен сказать, дело очень важное. Мы следим отсюда, из Москвы, потому что вырабатывается некая технология обвинять в беспорядках уже не тех людей, которые там хоть как-то были в столкновении, а здесь люди, которые пытались препятствовать этому, обвиняются в организации и их пытаются посадить. Это просто идет уничтожение лидеров гражданского общества в Ингушетии. Это очень опасно. Здесь есть еще одно обстоятельство, даже два. Дело в том, что когда полицейский спрашивает, вы потерпевший от этого человека, вот стоит человек, да, вот он, кстати, он там в этой клетке сидит, там вот, прозрачной, ну, клетки, да, и полицейский, нет, я не потерпевший, вы имеете к нему претензии? Нет, я не имею. То есть совершенно такая процессуальная новация. То есть потерпевших нет, а их обвиняют в организации насилия. Совершенно, так сказать, такая, ну, такого еще, что много чего у нас было в стране, но такого я не слышал. Это первое. А второе, фактически, полицейские, которые применяли насилие, которые избивали людей, ни один полицейский сейчас не оказался обвиняемым. Хотя есть потерпевшие и есть о чем говорить.